Здравствуйте, вы на канале Кыргыз недвижимость. Если вы хотите купить квартиру, дом либо участок, вам необходимо знать, как читать технический паспорт. Сегодня мы рассмотрим паспорт. Итак, первая страница. Как вы видите, на первой странице есть идентификационный код, код ЕНИ по-другому называется. Он является уникальным и принадлежит только одной недвижимости, то есть он не повторяется. Также здесь указывается юридический точный адрес, указывается жилая недвижимость, квартира, коммерция, то есть какое-то помещение непосредственно. С левой стороны прописываются все собственники. Если собственник продал квартиру, то он вычеркивается в кадастре и вписывается новый собственник. С правой стороны необходимо обратить внимание на то, какие правоустанавливающие документы есть на данную недвижимость. Обратите внимание, что технический паспорт не является правоустанавливающим документом. Правоустанавливающие документы – это такие документы, как, например, договор купли-продажи, договор дарения, к примеру. Также есть такая фишка. Зачастую недобросовестные продавцы делают технический паспорт, не введя дом либо квартиру в эксплуатацию. И говорят, что вот технический паспорт на данную недвижимость есть. Как понять, что дом не введен в эксплуатацию? Обязательно должна быть печать кадастра. Если печати кадастра нету, то это по факту просто бумажка. И силы она никакой не имеет. Вторая страница технического паспорта. Здесь указывается общая площадь по внутреннему периметру. Также необходимо обратить внимание, что зачастую в рекламе собственники либо не знают, либо в целях скрытия, увеличения площади указывают площадь по внешнему периметру. В Кыргызстане недвижимость продается по площади по внутреннему периметру. И это указано на второй странице. Здесь мы можем посмотреть нумерацию помещений. Вот мы видим, что, например, жилая под номером 2. Значит, на чертеже, на схеме, там будет цифра 2, и мы поймем, что это жилая недвижимость. Вернее, жилая комната. Итак, прихожую мы видим, что есть одна жилая, есть кухня, санузел и лоджия. В этом случае, конкретно у этой квартиры, лоджия внесена в общую площадь. И это законно. То есть 49,1 квадратных метров – это общая площадь, которая должна быть указана в рекламе и за которую вы, собственно, будете оплачивать. Конечно же, есть такие части, как жилая площадь и служебная площадь, чему равна, но, в принципе, эти данные особо много информации не несут. Следующая страница. Здесь мы уже видим сам план-схему. Что мы здесь можем увидеть? Мы можем увидеть, что это жилое помещение. Мы можем также видеть, что это жженый кирпич, то есть материал стен является жженый кирпич. Это индивидуальные постройки, дом и масштаб. Общая площадь по внутреннему периметру еще раз 49,1. Литера H, то есть под буквой H указывается потолки. Высота потолков 3,15. 3 метра 15 сантиметров. Иногда высота потолков указывается вот здесь, внутри. И, собственно, тогда мы можем увидеть это внутри. На старых технических паспортах цвет стен также имеет значение. Например, красноватые, оранжеватые цвета, это означает, что это жженый кирпич. Синим цветом, голубым цветом обозначался бетон. Здесь мы видим, что это колонны. Мы видим, что вот эти широкие стены, толстые линии, это являются несущими стенами, и их нельзя использовать при перепланировке и как-либо менять. Тонкие стены, внутренние перегородки, вот мы здесь их видим, да, здесь возможно какая-то перепланировка, конечно, с последующим узаканиванием через кадастр.
Важное примечание. Если вы покупаете квартиру по ипотеке в ипотеку, нужно обратить на схеме данной, нет ли здесь мелким шрифтом каких-то примечаний. Какие примечания могут быть? Могут быть такие примечания, как площадь квартиры увеличена за счет перепланировки. Имейте в виду, банк может отказать в одобрении конкретно такой квартиры, так как перепланировка была не узаконена. То есть, если пишется, что увеличено за счет перепланировки, перепланировка не узаконена, собственно, это может быть отказом в ипотеке, в одобрении этой недвижимости в ипотеку. Далее. Следующая страница, здесь квартира указывается, и, как я говорила ранее, очень часто указывают в рекламе площадь по наружным стенам. Вот она. Посмотрите, какая разница. То есть здесь 64 квадратных метра, а здесь 49 квадратных метров. То есть целых 15 квадратных метров могут приписать. И это неправильно. Да, есть страны, по которым продажа недвижимости идет по наружным стенам. В Кыргызстане исторически сложилось, что мы ориентируемся на внутреннюю площадь квартиры. Посмотрим теперь последнюю страницу технического паспорта. Так как у нас это квартира и данные идут на квартиру, то на последней странице мало что информативно. Но представим, что вы покупаете частный дом на участке, либо просто участок, землю вы приобретаете, и тогда последняя страница является весьма важной. Что мы здесь видим? Мы видим, что площадь земельного участка по правоустанавливающим документам, например, 3,5 сотки, к примеру. Обратите внимание, что вы покупаете и вам могут продать только юридически то, что в правоустанавливающих указано. То есть вы покупаете эти 3,5 сотки. И только эти 3,5 сотки собственнику принадлежат. Фактически участок может быть, к примеру, 4-5 соток. Но это по факту является самозахватом. И в случае, если муниципалитет эта земля понадобится, то, соответственно, вы можете пострадать, либо ваши постройки, которые вылезли за пределы своего участка. Также бывают недобросовестные продавцы, указывают в рекламе фактическую площадь участка. Это неправильно, они не могут продавать данную фактическую площадь участка. Она идет просто бонусом, можно сказать. Что еще мы видим? Мы видим площадь участка застроенную, то есть сколько соток застроено, к примеру, 3,5 сотки есть, из них 1,5 сотки небольшой домик, все остальное является незастроенным. Это может быть важно, если вы хотите, например, под коммерцию купить участок, и вам нужно понимать, сколько есть площади незастроенной. Либо вы планируете снести и сделать вообще новый участок, новый дом, вернее, на участке. Что еще из технического паспорта мы можем взять, если мы являемся покупателями? Если я покупатель и мне продавец дал код ЕНИ, идентификационный код недвижимого имущества, через приложение Түндүк я могу проверить историю объекта, также посмотреть в залоге, нет ли залогов и нет ли арестов на данную недвижимость. Стоит данная справка около 170 сомов. Через приложение Түндүк онлайн вы можете подать запрос, и также онлайн вам придет данная справка. Если же вы хотите купить недвижимость безопасно, обращайтесь к нам, звоните, и мы вам обязательно подберем подходящую квартиру, дом, либо коммерческое помещение. Всего вам хорошего!